Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР. В эфире Прайм Мацарский. Я, Юрий Мацарский, буду вам рассказывать обо всем самом важном и интересном из того, что произошло в последние дни в мире. Начну я сегодня с Сирии, потому что, собственно говоря, там много всего происходит, и мы давненько в эту часть света не заглядывали. Начать стоит с того, что в самом конце октября, буквально вот неделю назад, может быть, чуть больше, уже две сегодня уже середина ноября. В конце октября турецкий парламент продлил разрешение турецкой же армии на пребывание на территории Сирии. Еще с 2013 года сирийские военные там присутствуют. Изначально они туда отправлялись для того, чтобы воевать против ИГИЛ, ну и после того, как официально уже победа над ИГИЛ была объявлена, эти силы там остались. Прошу прощения, вместе с турецкой регулярной армией на севере Сирии действуют, вот вы сейчас видите их на экране, так называемые турецкие прокси. Это, значит, какое-то местное ополчение, люди, которые часто имеют сирийские паспорта, а те люди, которые родились и прожили большую часть жизни как раз в Сирии, но те, которые выступают на стороне оппозиции, которые не хотят возвращения режима Асада, и вот они, собственно говоря, нашли общие интересы с Турцией. Турции тоже не очень хочется, чтобы там появилось какое-нибудь такое серьезное курдское, даже пускай квазигосударство, или чтобы туда вернулся Асад, и они поддерживают финансово, поддерживают оружием вот эти вот самые группы. То, что вы видите сейчас на экране, это на самом деле не боевые съемки, это съемки учений, которые проводят одна из самых крупных вот этих самых протурецких групп. Вы видите, у них даже у многих на, на, на рукавах флаги нашиты не только вот этой вот самой независимой Сирии, но и турецкие флаги. Это дивизия, которая называется «Султан Мурат», названа она в честь османского султана Мурада IV. По легенде, это был последний султан, который лично шел во главе армии. Вот сейчас вот они тем самым подчеркивают, что они находятся в Сирии как такая рука неоосманов, как рука Турции, как рука Стамбула или, вернее, даже Анкары. А, После того, как, вот, собственно говоря, 26, по-моему, или 25 октября было в парламентом Турции поддержано еще продление на 2 года пребывания войск в Сирии, заговорили о том, что, судя по всему, сейчас будет, это не просто так продлили, и не просто так надолго продлили. Судя по всему, Турция готовится к какой-то настоящей большой военной операции. И тут же появились вот такого рода видео, которые были сняты вот как раз с турецкими союзниками в Сирии, что только подчеркнуло, да, вероятную готовность Турции начать что-то такое масштабное, какое-то масштабное наступление. Но, судя по всему, если бы такое масштабное наступление и состоялось, то оно, наверное, бы состоялось куда-нибудь в направлении юга, туда, где, собственно говоря, продолжают осадиты удерживать города и провинции. Но похоже, что этого наступления нет. Вместо этого турки пытаются договориться на каких-то условиях с россиянами, с американцами, которые тоже присутствуют на севере Турции, которым там всем втроем страшно неуютно друг с другом. Ну почему втроем? Там есть еще и другие самые разные группы и другие самые разные армии, которые, собственно говоря, тоже претендуют на контроль над этой территорией. Если вы помните, у меня не так давно был Тарас Ибрагимов в этой студии. Он как раз был на севере Турции, рассказывал, что он там был в одном из городов, в Хасаке, который в одном городе находится сразу и вот, собственно говоря, протурецкие силы, и какие-то курдские силы, и россияне, и асадиты, или в одном городе, или там в нескольких там десятках километров от города, они вот все вместе стоят. Вот эта вот пестрая мозаика, она часто уже около 10 лет такой разнополосица, через полосица власти, часто уже около 10 лет в Сирии встречается. Но, кстати, замечу, что в самой Турции, в той стране, которая присутствует, что называется, ногами собственных военных на территории Сирии, оппозиция призывает уже часто к тому, чтобы, наверное, стоило бы
вывести оттуда войска, и часть турецкой оппозиции, прошу прощения, голосовала против продления мандата, настаивая на том, что, собственно говоря, солдатам и офицерам турецких вооруженных сил пора домой, им, значит, нечего делать на территории Сирийской Арабской Республики. Мотивировка была следующей. Слушайте, ну все, ребят, по большому счету Асаду удалось удержаться у власти. Асад после 10 с лишним лет войны смог каким-то образом, собственно, это президентство свое удержать, еще вернуть под свой контроль, так или иначе, там условно или безусловно, но большая часть территории нынешней Сирийской Арабской Республики сейчас снова находится под контролем Башара Асада. Конечно, это произошло не без помощи его союзников, не без помощи, в первую очередь, Ирана и России, но тем не менее так оно и есть. Да, он вернул себе контроль над большей частью территории Сирии. И, собственно говоря, турецкая оппозиция говорит о том, что ну, ребят, надо теперь каким-то образом возвращаться домой и пытаться наладить разговор с Асадом, пытаться наладить с ним какой-то диалог для того, чтобы ну, он учитывал в своей политике наши интересы, чтобы он взял под контроль, разгромил или с нашей помощью каким-то образом ликвидировал те группы, которые потенциально могут угрожать си- э, турецким национальным интересам и турецкой безопасности. Тем более, говорят они, смотрите, ведь арабские страны уже налаживают отношения с Асадом. Почему бы тогда и Турция не наладить, если, в конце концов, те страны, у которых были страшные разногласия с режимом Башара Асада, те страны, которые ну, открыто поддерживали и помогали вооруженной оппозиции, слали им деньги, слали им оружие, обеспечивали им дипломатическую поддержку, вдруг теперь начинают с ним разговаривать. Уже идут разговоры о том, что в ближайшее время вернется Сирия в Лигу арабских государств. Потихонечку послы самых разных арабских стран, которые в начале войны, 10 лет назад, 9 лет назад покинули Сирию, сейчас возвращаются в Сирию. И на все более и более высоком уровне происходит кооперация между как раз самыми разными, в том числе и богатыми арабскими столицами и Дамаском. Вот буквально пару дней назад с таким для многих неожиданным визитом прибыл в Дамаск глава внешнеполитического ведомства Объединенных Арабских Эмиратов. Зовут его шейх Абдулла бин Заид. И он встречался с Асадом, был у него в гостях в его резиденции. А по факту этих переговоров, по факту этой встречи было выпущено какое-то информационное коммюнике, в котором говорилось, что стороны там пришли к согласию по ряду ключевых принципиальных вопросов. Конечно, это наделало переполоха в мире. Например, в Америке, в Соединенных Штатах Америки вышло заявление, в котором говорилось о том, что совершенно неожиданно для нас вот была эта самая встреча. Мы совершенно не представляли себе, что такое может произойти, что вдруг наши союзники из Эмиратов возьмут и встретятся с человеком, который совершает и продолжает совершать военные преступления. Там с нотами возмущения выступили представители Конгресса и Сената. Там есть несколько сообщений от конгрессменов, от сенаторов американских, в которых говорится, что, ребят, слушайте, если такое происходит, значит, мы где-то проигрываем нашу информационную войну. Если наши союзники теперь приезжают к Асаду и позволяют себе общаться с ним, делать какие-то совместные заявления, фотографироваться с ним, значит, наверное, мы не смогли донести до этих людей информацию о том, что военные преступления продолжают совершаться, что до демократии, настоящей демократии еще очень далеко, что люди подвергаются преследованиям, что никуда не пропали концлагеря, что никуда не пропали пытки несогласных, преследования людей по этническому признаку или по политическим самым разным признакам. Давайте откроем глаза нашим, нашим союзникам, пусть они перестанут общаться, собственно говоря, с этим самым Башаром Асадом. Кстати, Раджеп Таyyip Эрдоган, президент Турецкой Республики, он как раз скорее здесь на стороне американских вот этих вот условных ястребов. Он пока, по крайней мере, не демонстрирует никакой готовности там, идти на налаживание отношений с Дамаском, и вот скорее будет поддерживать свою армию в Сирии и своих сирийских союзников, самых разных. Вот те ребята, которых я вам показывал из дивизии Султан Мурат, это вот туркоманы или туркмены сирийские, они как раз, это тюркский народ, их достаточно много изначально было в
в Сирии жило. У них, кстати, их язык, я сам помню, что столкнулся с этим на севере Турции. Ты вдруг натыкаешься, идешь по городу и натыкаешься на то, что в городе ты не видишь вообще ни одной надписи по-арабски. Казалось бы, да, Сирийская Арабская Республика, но все надписи в каком-нибудь небольшом городке недалеко от турецкой границы сделаны по-турецки. И, конечно, очень часто какая-то лояльность этих людей, их представление куда ближе было к Турции, чем к Асаду, который всячески подчеркивал, что, значит, какие-нибудь нацменьшинства — это не настоящие нацменьшинства, они не имеют отношения к Сирии, что они какие-нибудь там беженцы или они оккупанты, пришедшие из других государств. Ну и понятно, что в такой ситуации добиться лояльности тех же туркоманов или вот туркменов, как их еще называют, было очень сложно, и, собственно, такой задачи не стояло. Стояла задача у Асада до начала войны, наоборот, максимально выдавить их, максимально каким-то образом ограничить в правах. И вот какое-то такое послабление, какое-то потепление в отношениях к национальным меньшинствам наметилось только тогда, когда Асаду понадобились вот буквально боевые руки, пушечное мясо. Тогда и представители национальных меньшинств начали и паспорта раздавать, и вообще за людей их считать. Но вот судя по этой картинке, судя по тем видео, где огромное количество бойцов, хорошо вооруженных, экипированных, ходят вовсе не с флагами асадовской Сирии на плечах, а с флагами турецкими, с флагами сирийской оппозиции, не так уж, собственно говоря, Асаду и удалось. Не так, что у него и получилось, собственно говоря, вернуть лояльность или получить лояльность этих самых людей. Замечу, кстати, что когда мы говорим о том, что война в Сирии, что вот она 11 лет или там около больше 10 лет длится, нужно понимать, что она правда еще длится, она не закончена. Несмотря на то, что вот эта вот сирийская какая-то тема в основном ушла из фокуса внимания там, крупных международных медиа, а, это не потому, что война закончилась, это потому, что очень сложно медиа действительно долгое время держать в фокусе внимания одну историю. Как бы это цинично ни звучало, но зритель, слушатель, читатель пресыщается одной темой, ищет что-то другое. Война продолжается вместе с продолжающимися боями, продолжается гибель людей, продолжают появляться все новые и новые раненые, и продолжают появляться все новые и новые беженцы. Вот сейчас переходим к беженцам, которые вот буквально прямо сейчас находятся на границе между Белоруссией и соседними с Белоруссией Польшей и Литвой. В в Польше из-за наплыва этих самых беженцев, из-за наплыва людей, которые пытаются через территорию Польши прорваться в Германию и в другие более развитые страны Евросоюза, собираются повторно вводить режим чрезвычайного положения. Он уже когда-то действовал в самом начале этого миграционного кризиса. Сейчас собираются вновь его вводить. Сейчас на границе с Белоруссией находится 15 тысяч или около того военных польских, которые строят там заграждения. А, Тем временем все новые и новые беженцы продолжают прибывать в Беларуси, отправляться поближе к границе со странами Евросоюза. Как они попадают в Беларусь? Откуда они берутся в Беларуси? Есть целые схемы, в которых задействованы какие-то туристические агентства, которые действуют прежде всего на севере Ирака, в Сирии и в некоторых других государствах, где есть большое количество беженцев из арабских стран. В первую очередь это Турция и те же самые, о которых я сейчас говорил, Объединенные Арабские Эмираты. Там этим людям предлагают, вот этих людей к беженцам приходят какие-нибудь агенты или размещают рекламу эти агенты, в которой обещается в этой рекламе быстрая и удобная переправка в Евросоюз. Это стоит достаточно больших денег, от $3000 до 10 даже больше берут с каждого человека, который отправляется в Турцию, прошу прощения, из Турции, из Эмиратов, из Сирии или Ирака, берут от 3 до 10 тысяч долларов для того, чтобы в обмен на обещание отправить в Евросоюз. Их переправляют рейсами регулярными. Какое-то бесчисленное количество рейсов сейчас регулярных связывает Минск, например, с иракским Эрбилем или с Дамаском в Сирии. Чуть ли не каждый день летают эти самолеты. Плюс ко всему есть самолеты вот из других стран, на которых тоже прилетают эти беженцы. В итоге скапливаются тысячи человек, которых
которые потом, естественно, никакой легальной переправки в Евросоюз нет, никаких способов, значит, их отправить туда легально нет. Их просто отправляют, этих людей, автобусами везут, иногда до каких-нибудь там автобусных станций довозят, а дальше они пешком идут в сторону границы со странами Евросоюза. Судя по всему, в этих же автобусах им дают какие-то вот кусачки, щипцы, резаки для того, чтобы преодолевать заграждения, которые выстроены на границе с Евросоюзом. Кроме того, белорусские пограничники не выпускают этих людей назад. Вот буквально не выпускают этих людей назад. То есть европейцы их не пускают к себе, а белорусские пограничники не дают им вернуться назад, не дают им добраться до каких-нибудь городов или там сел Беларуси. И эти люди буквально оказались вот на ничейной земле, да, вот между территорией Беларуси и территорией Польши или территорией Литвы. И ни туда, ни сюда им нельзя, они никуда уже попасть не могут. С какой целью Лукашенко и, судя по всему, стоящий за Лукашенко Путин устраивает это издевательство над тысячами живых людей, среди которых есть женщины, среди которых есть несовершеннолетние, среди которых есть младенцы совсем, среди которых есть старики и часто тяжело больные люди, которые вот сейчас в ноябре, тогда, когда ночь, прошу прощения, температура опускается уже ниже нуля, вынуждены где-то там в чистом поле, что называется, или в лесополосе находиться. Ну, для Лукашенко и для Путина это вообще отличный способ продемонстрировать, какой на самом деле плохой и коварный Евросоюз. И они этим занимаются. И Лукашенко, и всякие путинские прихлебатели из путинского телевизора очень любят рассказывать о том, что вот смотрите, есть тут якобы такой прекрасный на словах и на бумаге восхитительный Евросоюз, у которого там главная ценность – это человеческая свобода и человеческая жизнь. Принцип этого Евросоюза как раз строится на защите, вокруг защиты человеческой свободы, человеческой жизни, человеческого здоровья. И вот посмотрите, как наплевательски относится этот самый Евросоюз к задекларированным им же ценностям и принципам. Они дают спокойно этим людям умирать, они дают этим людям замерзать, дают этим людям неделями жить где-то там в лесополосе, непонятно как, выживая, непонятно за счет чего, перебиваясь все это время. То есть, по большому счету, это действительно вот такой рукотворный кризис. Почему он рукотворный? Потому что если бы не было вот этих вот агентов, которые ищут людей, ищут тех людей, которым нужна помощь, нужно спасение, а эти люди действительно, им нужна помощь. Эти беженцы, это не, то есть они, любой беженец, это в первую очередь человек. Причем это тот человек, который там вынужденно был покинуть свой дом. Мало кто просто так поедет из своего дома, если у него дома более-менее сыто, более-менее все в порядке. Понятно, что если люди бросают дом, бросают устоявшийся быт, часто бросают семьи, это, ну, потому что там действительно невозможно находиться. Это потому что там есть реальная угроза жизни, здоровью, благополучию и так далее. То есть это, ну, вот действительно несчастные люди, которые купились на обещания агентов лукашенковских, которые продали часто вообще все, что могли продать. За какой-нибудь бесценок отдали там дом, машину, какую-то землю, если она была у них в собственности, для того, чтобы потом, в конце концов, оказаться вот так вот, хорошо, если в палатке, которые пытаются туда передавать какие-то гуманитарные организации, польская, например, польская католическая церковь участвует в помощи этим людям. Но это вот в лучшем случае, а в худшем-то случае может еще и палатки не достаться, может не достаться места у костра. Ну вот для Лукашенко все эти человеческие жизни вообще ничего не стоят. Вот важно просто понимать, когда он начинает лить крокодиловые слезы по поводу того, что к нам эти люди попали совершенно легально, и я не имел права их не пустить, потому что у них все документы были в порядке. Попали они к нам легально и потом пошли в Германию или там в другие европейские страны, потому что Германия и другие европейские страны сначала разбомбили их дома, а потом сами их позвали к себе, а теперь заперли на границе. Вот когда Лукашенко такое говорит, нужно понимать, вот он не просто врет, он демонстративно вытирает ноги о человеческой жизни. Ему совершенно наплевать, что будет с этими людьми. Его совершенно не заботит судьба этих беженцев, этих мигрантов, которые вот застряли. Вот вы видите вот съемки с вертолета, которые сделаны были поляками. Вот буквально
день назад или там несколько даже часов назад. И, и что делать этим людям? Что, как вот бороться с с Лукашенко, с Путиным. Нет простого ответа. Ну вот известно, что какая-то часть смогла прорваться. Поляки рассказывают о том, что их задержали. Но вот известно, тем не менее, что вот с начала этого кризиса, а этот кризис, ну вот его, он стартовал с того момента, когда Лукашенко пиратским образом захватил самолет Ryanair, заставил его сесть в аэропорту Минска и задержал, его спецслужбы задержали двух людей, которые находились на борту, Роман Протасевич и его девушка. Вот тогда Лукашенко начал провоцировать этот самый кризис. Но с того момента известно, что, по крайней мере, 2, а то, может быть, уже и больше тысячи этих людей, этих несчастных беженцев из Ближнего Востока и отчасти Северной Африки. И еще, кстати, есть люди из Центральной Азии, судя по всему, в первую очередь из Афганистана. Вот несколько тысяч человек смогли все-таки пробраться и оказались на территории Германии. Понятно, что для Германии это ну, совершенно ничтожное число людей. Понятно, что все они так или иначе там пристроятся, да, они так или иначе найдут возможность туда попасть. Но, конечно, каким-то образом нужно решать этот кризис, каким-то образом нужно находить управу на Лукашенко и на Путина. Ну вот, например, в некоторых странах Евросоюза, в первую очередь в Германии, уже призывают ужесточить санкции в отношении того и другого, ну, как тех людей, которые буквально вот оперируют всеми этими процессами, тех людей, которые, ну, пытаются спровоцировать очередной, очень серьезный, кстати, кризис в Евросоюзе. Кстати, возможно, не только в Евросоюзе, потому что есть относительно свежее заявление от Министерства внутренних дел Украины о том, что граница, Украина-белорусская граница будет поставлена под усиленный контроль. Туда будут отправлены дополнительные наряды военных, полицейских и пограничников. Почему? Потому что граница в основном-то толком не охраняется между Украиной и Беларусью. Это часто леса, болота, плюс ко всему Чернобыльская зона. И по большому счету эта граница очень дырявая. И если захотят, если сообразят кто-то из этих мигрантов или им подскажут какие-нибудь из лукашенковских агентов, что есть способ, по крайней мере, шанс попасть на территорию Евросоюза не напрямую из Беларуси, а вот таким крюком через территорию Украины, возможно, они этим воспользуются. Кстати, про дырявую границу сейчас расскажу еще одну историю, и перейдем к следующим темам. В белорусское телевидение государственное несколько дней назад показало интервью с американцем, который попросил политического убежища у Александра Лукашенко. Этого американца на родине обвиняют в штурме здания Капитолия 6 января этого года. Вот после того, как Трамп выступил с речью, сказал, что у него победа на выборах украдена. Вот тогда случился штурм Капитолия. По итогам его там несколько человек оказались мертвы, кто-то умер, кто-то от сердечного приступа, кто-то потом из полицейских покончил с собой. Короче, это ужасно некрасивая история, настоящее преступление. И вот один из тех людей, которого обвиняют в участии в нападении на полицейских, в участии в захвате Капитолия 6 января, вот он сейчас обратился к Лукашенко с просьбой дать ему политическое убежище. Вы спросите меня, а как же, собственно, причем здесь вот дырявая граница? А потому что у него было очень непростое путешествие, как он сам рассказал в интервью белорусским пропагандистам. Он по совету адвокатов улетел из Штатов в Европу, какое-то время находился в Германии, потом из Германии перебрался в Польшу, из Польши приехал в Украину и несколько месяцев жил в Житомире. Этот человек, как он утверждает, несколько месяцев жил в Житомире, но испугался. Ему показалось, что за ним следят агенты СБУ, и зная, что у Украины есть договор об экстрадиции с Соединенными Штатами Америки, то есть договор об экстрадиции – это договор, который обязывает Украину отдавать американских граждан, осужденных в Америке, и, соответственно, наоборот. И так вот, зная, что есть такой договор об экстрадиции, этот самый американец решил тайно пробраться в Беларусь. Вот он, как он рассказывал этим пропагандистам белорусским, он шел через эту вот Полесье, сначала украинское, потом белорусское, отбивался от каких-то змей, от диких кабанов, от трясина, болота, но вот смог выйти
конце концов, на белорусской территории, сейчас пребывает в городе Бресте и оттуда просит о предоставлении ему политического убежища. История, конечно, абсолютно фантастическая, история почти неправдоподобная, но чего только в жизни не бывает. И вот следующее, как раз следующий сюжет, это как раз о том, чего только в жизни не бывает. В огромный скандал влип представитель Вьетнама на недавнем саммите, экологическом, климатическом саммите в Глазго. Этого человека зовут То Лам. Он является министром внутренней безопасности Вьетнама. Вот он представлял свою родину на этом самом климатическом саммите. Представлял он свою родину в качестве, с одной стороны, министра внутренней безопасности, а с другой стороны, он такой неофициальный, вероятно, и долгое время рассматривался в качестве такого неофициального преемника нынешнего генсека коммунистической партии, соответственно, на посту руководителя этой самой коммунистической партии, а это высший пост в стране. Там есть президент, есть глава правительства, но это номинальные должности, так или иначе, они все подчинены в однопартийной вьетнамской системе, все они подчинены генсеку. Так вот, этот самый То Лам рассматривался партийными элитами как следующий генсек. И вот он приехал на саммит в Глазго. После этого саммита в Глазго он отправился в Лондон. В Лондоне он, как настоящий такой коммунист, пошел и возложил цветы на могилу Карла Маркса, который похоронен на одном из лондонских кладбищ. А вот после этого, прошу прощения, То Лам уже совсем как не настоящий коммунист, а скорее всего даже как настоящий капиталист, отправился в дорогущий ресторан, которым управляет и который принадлежит знаменитейшему турецкому шеф-повару, которого зовут Нусрет Гөкче. Это вот тот знаменитый парень, который в темных очках готовит страшно дорогую еду. И вот этот шеф-повар, смотрите, это то видео, как он кормит То Лама. Если вам показалось, что это золото на стейке, вам не показалось. Это действительно настоящее золото. Стейк завернут в золотую вот фольгу. Шеф-повар лично его нарезает, лично его вот так вот фирменным жестом посыпает солью, потом лично накалывает, сейчас вы это увидите, на вилку, и вот буквально с рук кормит вероятного будущего генерального секретаря Компартии Вьетнама. Правда, судя по всему, теперь планы назначить его генеральным секретарем будут пересмотрены. Тот доволен. Будут пересмотрены, и вот почему. Официальная зарплата министра правительства во Вьетнаме чуть больше $700. Вот чуть больше $700 официально получает министр, фактически любой министр в вьетнамском кабинете. Стоимость вот такого стейка, который вы видите на экране, вот этого самого золотого стейка, обернутого в лист настоящего золота, стоимость подбирается к $2000. То есть там без малого, без каких-нибудь там 40 или $50, это $2000 стоит кусок жареного мяса. То есть для того, чтобы позволить себе вот так вот, что называется, поужинать, заказав один лишь стейк, То Лам должен был откладывать, не тратя ни копейки, зарплату почти 3 месяца. Вот почти 3 месяца только для того, чтобы съесть один вот этот вот самый кусочек стейка. Но, что самое интересное, конечный счет вот за посиделки, потому что кроме То Лама там были еще представители вьетнамской делегации, конечный счет превысил $50 000. То есть там почти 51 тысяча долларов. Вот ребята посидели в ресторане знаменитого турецкого шеф-повара. Там, кстати, случилось большое количество скандалов, потому что изначально это видео появилось в соцсетях вот этого самого шеф-повара Гёкче. Из-за этого поднялся скандал, потому что это видео начали постить у себя представители каких-то вьетнамских оппозиционных сил, представители какого-то вьетнамского гражданского общества, и Гёкче от греха подальше снес это видео, но было поздно, его уже успели растиражировать, его успели найти, и, естественно, успели вот буквально какие-то невероятные тонны нефти, тонны ненависти, прошу прощения, вылить на головы То Лама и тех людей, которые его окружали. В связи с чем эти самые тонны ненависти обрушились на него? В связи с тем, что средняя зарплата во Вьетнаме сейчас около $600. Но эта средняя зарплата на самом деле
часто очень условная, потому что Вьетнам, как и многие другие азиатские страны, которые сталкиваются с такими проблемами, как загрязнение воздуха и перенаселенность, а там города, действительно, вьетнамские города, действительно, в них очень высокая плотность населения. Так вот, грязный воздух и высокая плотность населения лучше всего способствуют распространению коронавируса. В итоге во Вьетнаме действительно настоящий вот этот вот самый коронакризис в самых разных его проявлениях. И больницы переполненные, и смертность огромная, ну и плюс ко всему локдауны, плюс ко всему заметное снижение туристической активности, сильное проседание других отраслей экономики привели действительно к обеднению очень и очень многих людей. Люди буквально оказались нищими. И вот вдруг этим нищим людям показывают, что человек, про которого годами рассказывали, о котором годами рассказывали как о будущем, возможном, самом главном коммунисте страны, как о будущем генеральном секретаре Коммунистической партии Вьетнама, ведет себя максимально не по-коммунистически. Он берет и вот это вот, ну вот я сейчас использую такое слово, буржуйскую еду, сидит и ест еще, и, значит, и показывает большой палец, и демонстрирует, как вкусно, как хорошо. Кстати, там какие-то такие провластные блогеры пытались оправдаться, значит, перед возмущенным, пытались, по крайней мере, оправдать, вернее, Лот то лама перед возмущенной вьетнамской общественностью рассказывали о том, что, ну, подождите, мы же не понимаем, кто на самом деле оплатил эти самые 51 тысячу за посиделки в ресторане. Может быть, это был вовсе не то лам, но сам факт того, что человек, который сидит на министерском кресле, занимает министерский пост, еще и метит на высшую позицию в стране, позволяет себе в то время, когда действительно в стране чудовищный кризис, жить в Лондоне на широкую ногу, неважно, широкую руку, неважно за чей счет, за свой или за счет ли каких-нибудь богатых своих друзей или товарищей, это совершенно неважно. Это действительно выглядит, мягко говоря, не очень красиво. Что ж, вот такая вот история у нас, видите, произошла. Сразу несколько стран в ней оказались замешаны. Вот еще раз посмотрите. Он действительно вот с вилки или с ножа угощает, и тот делает вид, что все в порядке. А, Отправляемся в Африку. В Африке одна из компаний получила из Соединенных Штатов Америки 9 миллионов долларов инвестиций. Это компания, которая занята сейчас в одной из самых перспективных отраслей. Это компания, которая занимается производством и обслуживанием электрического транспорта. Компания эта называется Ampersand, и она занимается переоборудованием мотоциклов в электроциклы и созданием целой сети станций, я бы мог сказать заправочных, но на самом деле это не заправочная станция, это целая сеть станций, на которых можно поменять аккумулятор этого самого электрического мотоцикла, разряженный на свежезаряженный, и ехать дальше. А, Невероятной популярностью пользуется в целом ряде государств Западной Африки эта услуга по той простой причине, что те мотоциклы, которые в основном используются там, а больше половины всего транспортного парка в этих странах это мотоциклы, автомобили это роскошь зачастую там. Мотоцикл, особенно сделанный в Индии или в Китае, стоит там гораздо дешевле и скорее по карману местным жителям. Но мотоциклы часто не невысокого качества, а запчасти к ним стоят очень дорого. А так как электромотор в принципе-то куда менее подвержен износу и куда более ремонтопригоден, чем мотор бензиновый, с удовольствием заменяют жители африканских стран вот эти вот бензиновые моторы в своих мотоциклах на моторы электрические. На месте двигателя, кстати, устанавливается аккумуляторная батарея, а сам мотор, вот он на заднее колесо вешается, и вот не очень большого размера, но все прекрасно. А, так вот, уже посчитали, маркетологи выяснили, что с помощью переоборудования, если человек покупает новый китайский или индийский мотоцикл в Руанде или в Кении, то он за первый год езды на этом новом относительно дешевом мотоцикле, ну, они действительно не очень дорого стоят, так вот на обслуживание и на бензин он тратит больше, чем стоил ему этот сам мотоцикл. И если убрать эти траты на обслуживание и на бензин, заменить требующий постоянных запчастей, требующих постоянного сервиса бензиновый двигатель на куда более надежный электрический
еще и не заправлять безумно дорогим топливом, а заряжать куда более дешевым электричеством батарею, можно очень неплохо сэкономить. Ну и плюс ко всему, действительно сокращаются, очень здорово сокращаются выбросы вредных веществ в воздух, а это действительно очень важно. Почему? Потому что мотоциклы выбрасывают, ну, в силу своих конструктивных особенностей, куда больше выбрасывают загрязнения в воздух, чем автомобили. Мотоциклов в Африке огромное количество, просто безумное количество. И для того, чтобы они работали, конечно, требуется очень много топлива. Это сразу и экономическая составляющая, и экологическая составляющая. Ну и еще плюс ко всему, конечно же, развитие, появление, вернее, новых рабочих мест. Потому что вот эта вот самая компания «Амперсант», они, как я уже говорил, они занимаются еще и строительством станций, на которых можно поменять. Это делается, кстати, за считанные минуты. Поменять разрядившуюся батарею на зарядившуюся. И, конечно, на каждой такой станции нужны рабочие руки. Каждую такую станцию должен кто-то обслуживать, каждую такую станцию должен кто-то строить. Поэтому вот американцы и выделили $9 миллионов на развитие этого самого бизнеса. Кстати, компания появилась совсем недавно, в 2019 году, но уже вон заявила о себе как о таком серьезном игроке на экономическом рынке в странах Африки. Ну, стоит еще заметить, кстати, что они рассчитывают, вот производители этих мотоциклов, и так оно в итоге и вышло. Они так рассчитывали, так оно в итоге и вышло, что одними из главных их клиентов, покупателями их переделанных мотоциклов и клиентами вот этих вот станций, на которых можно поменять батарею, станут таксисты. Все дело в том, что мототакси, мотоциклетное такси в Африке очень развито, стоит гораздо дешевле, чем такси автомобильное, и услугами мототаксистов пользуются миллионы жителей африканских стран. И вот уже посчитали, что с помощью переоборудования мотоцикла в электрический, не сразу, конечно, но с течением времени могут таксисты увеличить свою выручку примерно вдвое, просто экономя на бензине и экономя на обслуживании двигателя внутреннего сгорания. И вот когда появилась эта статистика, конечно, многие задумались о том, чтобы, наверное, стоит пересесть с бензиновых коптилок на электрические, куда более экономные, куда более экологически чистые мотоциклы. Что ж, вот такие истории происходят в Африке. Теперь в Боснию отправляемся, в Боснию и Герцеговину. Нерадостная дата была на этой неделе. В 93 году, именно вот в эти дни ноября, произошел обстрел знаменитого города Мостер в Боснии. Этот обстрел был запечатлен на пленку. Вот вы видите, это знаменитый мост, Мостерский мост. Он был построен, он являлся и является до сих пор одним из символов османской архитектуры. Его построили во времена владычества Османской империи над Боснией, над Балканами. И он был уничтожен попаданием, а вернее даже несколькими попаданиями хорватской артиллерии. Все дело в том, что в Боснии тогда, в 92-м, 93-м, 94-м годах воевали фактически все против всех. Вот вы сейчас будете смотреть на восстановленную Боснию. Это вот видео сделано как раз Мостер. Восстановили мост после войны. Я специально решил сейчас не брать какие-нибудь очередные страшилки, не брать какие-нибудь видео с тех пор, видео с геноцидом в Сребренице или какие-то новых обострений. Вот просто здесь будут красивые картинки того, как сейчас выглядит послевоенная Босния. А я буду вам рассказывать о том, не очень красивой истории, о том, что происходит в Боснии сейчас. И мы каким-то образом с красивой картинкой будем друг друга уравновешивать и компенсировать. Дело в том, что вот когда все воевали против всех в середине 90-х, в 95 году было заключено так называемое прошу прощения, что-то я все время путаю, Дейтонское соглашение. А под этим Дейтонским соглашением поставили свои подписи представители трех главных национальных общин Боснии и Герцеговины. Это, собственно, боснийские мусульмане или боснийцы, это боснийские хорваты и боснийские сербы. Это соглашение должно было так или иначе учесть интересы всех противоборствующих сторон. В итоге в Боснии появилось таких сразу две автономные территории. Одна называется по сей день Боснийско-Хорватская Федерация, а вторая называется Республика Сербская. Как понятно из названий,
В одной части преобладающее население — это хорваты и боснийские мусульмане, а во второй преобладающая часть населения — это сербы. Плюс ко всему, тогда же в Дейтонских соглашениях был предусмотрен такой особый президиум. Главный управляющий орган государства — это президиум. Это не один президент, избираемый всенародно, а это такой трехголовый президент. Это три человека, каждого из которого избирает его община. То есть туда в президиум избирается один человек от боснийцев, один человек от хорватов и один человек от сербов. И вот они все вместе должны решать важные для государства задачи. Плюс ко всему, понятно, вот с самого начала же было понятно, что далеко не всегда, и вернее чаще всего, крайне редко смогут три разные головы договориться о чем-то важном и о чем-то конкретном. В итоге для того, чтобы страна не попадала в какие-то вот тиски неразрешимых противоречий, был еще придуман отдельный пост, который всегда занимает иностранец. Этот пост называется «Высокий представитель ООН по Боснии и Герцеговине». На самом деле у этого человека очень широкие полномочия. Казалось бы, их можно перечислить по пальцам. Ну, например, он может отменять итоги выборов, он может отменять решения парламента, и он может там назначать или увольнять любого из чиновников. Но на самом деле этот человек, по большому счету, вот он сильнее, скажем так, любой другой власти в стране. Не так давно была смена одного иностранного дипломата, ООН заменили на другого иностранного дипломата, но Республика Сербская и активно поддерживающая ее Москва не признали этого назначения. Говорят, да, мы давайте вообще избавляться от этого самого высокого представителя. Давайте пусть они сами как хотят, как могут, так и будут жить с этим своим трехголовым президиумом. Но это еще не самое страшное и не самое опасное из того, что произошло вокруг Боснии и Герцеговины. Дело в том, что вот эта вот самая сербская голова, зовут его Милорад Додик, нынешний представитель в президиуме его зовут Милорад Додик, он решил какое-то время назад, что недостаточно много внимания уделяет центральное правительство Республики Сербской. И решил, что Республику Сербскую, ее интересы ущемляют на государственном уровне. И сказал, так, мы тогда будем заниматься развитием собственных административных вещей, мы тогда заменим, значит, правительство центральное только на свое, там и так есть параллельный парламент, там и так есть своя параллельная администрация, но значительная часть вещей, например, налогообложения и, например, здравоохранения, всегда были в ведении центрального правительства в Сараево. В итоге уже Додик создал свою администрацию здравоохранения, сказал, нет, мы будем сами заниматься своим здравоохранением, и заявил о том, что собирается создать еще и свою отдельную налоговую службу. Но самое страшное, самое потенциально опасное, это то, что Додик уже заявил о том, что будут создавать свою отдельную армию. Он говорит о том, что мы не очень доверяем армии Боснии и Герцеговины, нам бы, наверное, хотелось бы создать свою армию, пусть это будет армия, которая будет набираться только из сербов и подчиняться только сербскому командованию. И совершенно правильно говорят международные наблюдатели, а вскоре после этих заявлений огромное количество туда поехало и представители Евросоюза, и американской администрации, начали вопрос боснийский рассматривать на заседаниях национальных парламентов в ведущих странах мира. И вот люди совершенно справедливо указывают на то, что если сейчас у Республики Сербской в составе Боснии появится свое отдельное во всем правительство, своя отдельная налоговая система, свой абсолютно отдельный, никак не связанный с общим бюджет, и еще и сверху своя армия, то это будет сецессия без объявления сецессии. То есть формально они вроде бы как не вышли из состава Боснии и Герцеговины, но на самом деле они уже никак и ничем толком с ней не связаны, все связи остались только на бумаге. Глава Foreign Office, то есть это министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверти, он сказал, что совершенно не сомневается, и для него это абсолютно очевидно, что за всем происходящим сейчас в Боснии и Герцеговине, за вот этим вот новым кризисом, который, в принципе, это потенциально грозит не просто там отделением, а новой войной, потому что вряд ли согласятся
боснийцы на вот такое вот отсоединение молча, спокойно скажут: ну ладно, у нас война была, а у нас больше 100 тысяч человек погибло в этой войне в 90-е годы. Самая кровавая вообще была бойня после Второй мировой. Мы пережили геноцид, у нас тысячи человек погибли просто потому, что их не успели уйти, там, их не успели защитить, вопреки обещаниям ООНовцы. А мы теперь все это простим. Ну, такого точно не будет. И, конечно, просто так не дадут Додику с его наспех создаваемой армией уйти. Так вот, в британском Foreign Office, в британском министерстве иностранных дел говорят, что за всем этим совершенно отчетливо есть рука Москвы, есть интересы Москвы. Какие интересы Москвы? В чем здесь интерес Москвы? Дело в том, что Босния в последние годы очень-очень успешно и быстро двигалась в направлении членства в НАТО. В Боснии самые теплые отношения с Альянсом из всех стран, которые еще не вошли, собственно говоря, в этот Альянс. И, конечно, для России вдруг еще потерять на Балканах еще один плацдарм, а мы помним, да, что для того, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО и в Евросоюз несколько лет назад Россия вообще устраивала там, пыталась, вернее, устраивать там военный переворот. Россия подпитывает самых разных нацистов, радикалов, националистов, где угодно, везде на Балканах. Если только кто-то начинает зиговать и кричать, а мы вот хотим там великую то-то, великое сё-то построить, вот в 99% случаев из 100 это совершенно точно ребята, которые либо уже получают финансирование из Москвы, либо вот-вот начнут получать, или, по крайней мере, очень сильно рассчитывают на то, чтобы начать получать это самое финансирование. Для России Босния, потеря Боснии, то есть уход Боснии в НАТО, а вслед за этим еще и, скорее всего, в Евросоюз, будет означать крах вот ее вот этой вот гаденькой гибридной войны, которую она продолжает вести на самых разных направлениях. Не только вот в направлении здесь у нас, в Восточной Европе, Россия ведет эту свою гибридную войну. Балканы являются еще одним из тех фронтов, на которые Россия очень сильно рассчитывает. Никакой на самом деле позитивной повестки у России там нет. Ничего, никакого там яркого, интересного будущего они предложить не могут. Ну, нет у России, нет какой-то идеологии, устремленной в будущее. У них вся идеология — это деды на палках и Гагарин, который в 61 году в космос улетел. Картины будущего нет, есть только картина какого-то героического прошлого. И вот эту вот картину героического прошлого она пытается продавать, ну вот в том числе, например, сербам. Сербам в Боснии — это действительно народ, у которого не зажившие, очень серьезные такие национальные раны после распада Югославии, после краха такого, ну, во многом неофашистского проекта, вдохновленного Милошевичем Великая Сербия или Большая Сербия, когда пытались военным путем, военно-политическим путем, разными махинациями объединить земли с сербским населением, вновь создать какую-то такую Югославию, но этнически чистую Югославию, страшные слова произношу, действительно, этнически чистую. Но тогда действительно были этнические чистки. Югославию только для сербов. Вот когда этот проект потерпел крах, и когда сербы оказались, по большому счету, унижены, еще иностранная военная, военные бомбардировки начались, фактически интервенция натовская, конечно, это все до сих пор переживается очень тяжело. И тут приходят россияне, которые говорят: ребят, а мы сейчас отомстим им всем за ваше тогдашнее унижение. У нас никакой, собственно говоря, повестки, понятной повестки будущего нет, но отомстить за старые обиды и попытаться воссоздать большую Сербию, новую великую Сербию, правда, с непонятными перспективами экономическими, политическими и уж тем более историческими, ну, они об этом умалчивают. Они говорят: давайте займемся, давайте сделаем. И вот на эту удочку, к сожалению, к огромному сожалению, попадаются самые разные люди, и поэтому, опять же, повторюсь, к сожалению, есть большая опасность того, что действительно может вновь возникнуть война, причем уже совершенно понятно будет, что а, вот тем самым игроком, который подталкивает людей к этой войне, вновь сталкивает народ лбами, является всем известный Владимир Путин, который сидит где-то у себя в кремлевском бункере. Так, что ж, давайте расскажу вам еще немного о Помпеях. Помпеи — итальянский город, вернее, древнеримский город, тогда не было еще Италии, когда появились Помпеи, даже когда они погибли, Помпеи. Погибли они в 79 году, в 79 году случилось извержение Везувия, вулкана Везувий, который похоронил под пеплом несколько городов, в том числе
в том числе Помпей, знаменитый Помпей. Их раскопки начались еще в XVIII веке, но до сих пор не раскопана примерно треть, собственно говоря, территории этого самого мертвого города. В нем жило на момент извержения около 20 000 человек. Значительная часть при начале извержения оттуда начала сбегать, но тем не менее, как минимум 2000 человек погибших там вот похоронено под этим самым, оказалось похоронено под пеплом и под лавой. И вот несколько дней назад ученые наткнулись на чудом сохранившуюся комнату, в которой жили, судя по всему, рабы. В этой комнате есть несколько амфор, судя по всему, в них хранилось масло или еще какие-то пищевые продукты. В этой комнате обнаружен ночной горшок ребенка, детская кровать и две кровати для взрослых. Комната небольшая, 16 квадратных метров, и, судя по всему, она использовалась не только как жилое помещение, но и как мастерская, потому что там, помимо прочего, найдены какие-то вот предметы упряжи лошадиной, с которой, вероятно, ремонтировал обитатель этой комнаты или обитатели этой самой комнаты. Любопытно, кстати, что раскопки вот в комнату эти в целости и сохранности нашли в вилле, которая называется вилла Цивита Джулиана, и эту виллу начали раскапывать в 2017 году. И как раз в этой вилле было сделано огромное количество самых разных находок, которые проливают свет на то, как жили богатые люди, вообще как существовало общество в Древнем Риме. Если помните, несколько лет назад рассказывали о найденной колеснице, восхитительной, прекрасной колеснице. Так вот, она была найдена именно там, на территории этой самой виллы, в конюшнях, вернее, в помещении, примыкающем к конюшням этой виллы. Действительно, продолжаются раскопки, никто никуда не торопится. Сами археологи говорят, что будут заниматься раскопками максимально тщательно для того, чтобы ничего не упустить, для того, чтобы все аккуратненько, потихонечку поднять на землю, все для того, чтобы все рассортировать, все в максимально близком к историческому виде восстановить, тем более. Стоит отметить, что когда начались раскопки, вот самые первые раскопки в 18 еще веке они начались, я уже об этом говорил, поначалу археологи, тогда археология была, по большому счету, в зачаточном состоянии, когда не было вот такой вот современной, мощной науки со своими методами, со своими подходами, со своим инструментарием. Но вот уже были археологи, которые по какой-то причине часть выкопанного из земли добра уничтожали на месте. Им казалось, что это, ну, наверное, не представляет какого-то особого интереса. Наверное, не стоит тратить время, силы и деньги на то, чтобы отправить эту красоту куда-то в музей. Давайте мы уничтожим это на месте и будем копать дальше. Но даже их современники тогда, в 18 веке, уже возмущались такими подходами, уже были недовольны тем, что кто-то там сортирует находки археологические на более ценные, менее ценные, более исторически значимые или менее исторически значимые, не проведя при этом тщательного их анализа. Поэтому уже начиная с середины или с конца 18 века начали сохранять все, вот все то, что находится в Помпеи, вот все то, что оттуда из земли вынимается, любую мелочь, любой черепок, любой обломок какой-нибудь мозаики все равно сохраняется, все равно ищется потом предмет, которому он мог принадлежать, и максимально достоверно, максимально точно восстанавливается. Поэтому можно сказать, что вот когда я говорю, что треть Помпей еще остается под землей, что треть города, древнего города, еще не раскопана, нужно понимать, что вот эту вот оставшуюся треть тоже могут раскапывать еще и 100 лет, и 150 лет. Тем более, если действительно будут найдены какие-нибудь очередные такие богатые, сложные строения, в которых обязательно будет большое количество предметов, которые потребуют восстановления, медленного, тщательного восстановления. Но это же не просто восстановление, это же очень часто необходимо создать какую-то вот схему, карту тех кусочков, которые найдены, например, кусочков мозаики. К этому, кстати, в последние годы все чаще подключается искусственный интеллект с помощью самых разных программ, с помощью нейросетей пытаются
ученые и в большинстве случаев успешно восстановить облик того или иного помещения, восстановить то, как выглядела та или иная скульптура, буквально до того, что вот из черепков, как из пазла, умудряются собрать какие-нибудь обломки амфоры в новую, вернее, в обновленную целую амфору. Что ж, на этом сегодняшний Прайм Мацарский подходит к концу. Прощаюсь с вами, увидимся через несколько дней. Всего хорошего.